Мурманская и Ленинградская области. Две эти локации на этой неделе в топе самых читаемых новостей нашей республики. А все потому, что именно там призванные по мобилизации добровольцы из Коми проходят боевое слаживание. Владимир Уйба лично проверил быт резервистов и в Санкт-Петербурге, и в Мурманске. Привез им дополнительное обмундирование от республики, а обратно в Коми приветы родным и близким. Тяжело в учении, легко в бою. Вот девиз наших бойцов. Виктория Палкина о том, как проходят учебные будни. Говорю вам сразу, ребята, те, кто мобилизуется, прибывайте, ничего не бойтесь. Здесь всему научат. Здесь собрались цвет нации. Ничего не бойтесь, мы вас ждем, и вместе мы победим. Коми, вперед! За нами! 6 бойцов морской пехоты, 6 уроженцев нашей республики. Привет землякам прямо с тактического занятия. Да, в своем распорядке и на это они находят время. Ведь именно этих кадров сегодня ждут сотни семей нашей республики. Родные отнеслись положительно. Страну надо защищать всем. Если не мы, то кто другой. И пошел по повестке. Встретили очень тепло, доброжелательно. Выдали, все обмундирование выдали нам, начиная от формы, бронежилет, каску, автомат новый, все новое. Отношения хорошие, инструктора хорошие. Быстро вспоминается. Все виды оружия, обкатка танками, работа с дронами и гранатометами. Подготовка идет полным ходом. В Мурманской области призванные из запаса по мобилизации жителей Коми под крылом морских пехотинцев Северного флота. Боевые офицеры и опытные инструкторы каждый день передают опыт. Многие из них уже были на Украине. Каждая такая тренировка – это не только тактическая, но и психологическая подготовка. Только за время одиночной расходуется не менее 600 боевых патронов и 5 гранат. Заново армия вспоминается. То есть, конечно, немножко другое все. Все как бы приближено более таким, боевым действиям. То есть учат хорошо, то есть жалоб нету. Каждый день на полигоне. 8 часов днем, еще 2 ночью. В полной экипировке, бронежилете, в каске, со штатным стрелковым оружием. Вот так проходят будни мобилизованных из Коми в Мурманской области. В Печенегском округе уже стабильный минус на термометре. А потому берцы из войлока приходятся очень кстати. Нашим бойцам теплую обувь передал Владимир Уйба. Республика взяла на себя обмундирование мобилизованных. И вопрос этот на контроле руководства региона. Вот есть 32 позиции, по приказу министра обороны обмундирования военнослужащего. Мы просто взяли этот перечень и по этому перечню экипируем наших бойцов. Причем и вот в Ленинградской области я несколько дней назад отправлял ребят, полностью привезли экипировку. И здесь сегодня точно так же. Они сегодня ее до конца дня получат, экипировку. Еще раз, весь размерный ряд, естественно, не всем один и тот же, он соответствует тому, что нам дали военкоматы. Главе Коми наши бойцы рассказали про особую работу с квадрокоптерами. Техника умная, вся картинка как на ладони. Вот только батареек надо много. Владимир Уйба взял просьбу на карандаш. А еще глава республики заверил бойцов, что там, дома, их семьям помогают. Работает волонтерский центр. Понятно, что за своих близких и родных они переживают и на стрельбах, и в казарме. Но ведь ради их спокойствия и безопасности они и познают тонкости военной службы. Пришла повестка, мы с доблестью и с гордостью пошли защищать на зов Родины. Главное, чтобы дух был боевой, а остальное все спокойно пройдет. С руководством военной части глава Коми всегда на связи. Работает и горячая линия. Своя, региональная. Подход к каждому сигналу неформальный. И все же основной поток обращений принимает федеральный номер 122. Горячая линия открыта во всех регионах. Горячая линия круглосуточно открыта, на флоте. Организовано теснейшее взаимодействие. Все вопросы, которые поступают, мы стараемся, как говорится, сразу реагировать на это и их решать совместно с руководителем. Поступает очень много вопросов. Естественно, близкие волнуются. Это понятное состояние любого человека. Здесь больше даже таких обращений идут со стороны близких, то есть родителей, жен, мам. Это естественно.
поверьте, что ни один вопрос не остается без внимания. Курс молодого бойца сегодня проходят и наши добровольцы. Товарищи военнослужащие, значит, это расположение первой разведывательной роты разведывательного батальона. Спальное помещение вам показали, ваше имущество разместили. Стиральная машинка под рукой, к быту вопросов нет. Вслед за теоретической подготовкой идет и огневая. Большая часть бойцов уже перешагнула свои 45, но у подвига нет возраста, уверены добровольцы. Всю жизнь мечтал морпехом быть, и тут на тебе. Я думаю, что это воля Божья. Я всю жизнь хотел в честь носить черный берет. А еще здесь, на стрельбищах, уже по-новому звучит слово «земляк». Родные лица в казармах, в учебных классах. Это то самое плечо, на которое всегда можно положиться. И без такого плеча сегодня никак, говорят бойцы. Период адаптации уже прошел. Прошли гражданские страхи, привыкли к новому распорядку. Теперь они военнослужащие. И сегодня главное – это долг. Долг перед Родиной. И выполнить его с честью помогает не только интенсивное обучение в военных частях, но и та самая невидимая связь с родными, которые здесь, в Коми, гордятся своими мужчинами, верят в них и победу. И очень ждут скорее домой.